В эфире новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Инспекторы ДПС эвакуировали людей из горящего дома в Якутске. Минимальный размер оплаты труда увеличили в России. Он впервые превысил прожиточный минимум. Конкурс снежных скульптур «Снежная сказка» прошел в Покровске среди учреждений и общественных объединений города. Инспекторы ДПС эвакуировали людей из горящего дома в Якутске. Это случилось ночью 3 января на улице Лонгинова. Там, в деревянном двухэтажном доме, произошло задымление. Прибыв на место происшествия, инспекторы сразу заметили густой черный дым, исходивший со второго этажа из крыши дома. Они начали стучать в двери квартир, сообщая жильцам о пожаре. На задымленном верхнем этаже стражи порядка обнаружили надышавшегося дымом мужчину. Вывели его на свежий воздух и передали прибывшим медикам. Услышав крики о помощи, полицейские эвакуировали двух несовершеннолетних детей и их бабушку через окно второго этажа. До приезда спецслужб инспекторы посадили детей и пожилую женщину в патрульную машину. 119 случаев COVID-19, в том числе 9 носителей, выявили в Якутии за минувшие сутки. По данным оперативного штаба, из них в Якутске 49. Нерингринский район 11, Мегино-Кангаласский и Мирнинский по 8, Вилюйский район 7. Алданский и Нижнеколымский по 5, еще в 12 районах от 1 до 4 заболевших. Лаборатории региона провели более 1300 исследований на коронавирус. Роспотребнадзор выявил 125 якутян, не сдавших анализ ПЦР на коронавирус после прибытия из-за рубежа. В сообщении ведомства отмечается, что все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Судом назначены наказания в виде административного штрафа. Большинство граждан, в отношении которых составлены протоколы, вместо анализов методом ПЦР сдали ИФАН. То есть определили не вирус, а наличие антител в крови. Роспотребнадзор напоминает, что в течение 3 календарных дней со дня прибытия в Россию граждане страны должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале государственных услуг. Другим темам. Минимальный размер оплаты труда увеличили в России с 1 января. Он вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля. Впервые МРОТ превысил прожиточный минимум для трудоспособного населения. Размер последнего в целом по стране составит 11 653 рубля, поднявшись на 3,7%. Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться не из потребительской корзины, а из медианного поддохода. Половина работающих получает больше этой величины, половина меньше. Распоряжение средствами мат-капитала упростили в России. Вступил в силу закон, согласно которому сокращены сроки рассмотрения обращений граждан. Решение пенсионный фонд теперь будет принимать в течение 10 дней, а не целый месяц, как это было раньше, говорится в сообщении. В отдельных случаях сроки могут продлеваться до 15 и 20 дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах. В случае принятия пенсионным фондом положительного решения деньги он перечислит в течение 3 рабочих дней. Итак, на связи из перинатального центра сейчас будет передавать наш корреспондент Александр Хавренко. Он сейчас на связи со студией. Александр, здравствуй. Какие новости? Приветствую, коллеги. В новогоднюю ночь в республике родилось 22 ребенка, 15 девочек и 7 мальчиков. И первый малыш 2021 года появился в перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы. Сейчас мальчик вместе с мамой находится в послеродовом отделении, у них все хорошо, самочувствие отличное, они потихонечку готовятся к выписке. Ну а о том, как прошла новогодняя ночь и сколько детей уже за новогодние каникулы появилось в перинатальном центре, нам сейчас расскажет врач-акушер-гинеколог перинатального центра Виба Исмаиловна Савельева. Виба Исмаиловна, как прошли новогодние праздники? Здравствуйте. Новогодние праздники проходят замечательно. За период каникул в нашем перинатальном центре родилось 55 ребенка. Из них 29 мальчиков и 26 девочек.
А в новогоднюю ночь детишек родилось 12. Там, значит, получилось, что девочек было больше. 10 девочек и 2 мальчика. А какие-то рекорды? Самый крупный малыш, самый маленький малыш? Самый крупный малыш в этом году, в 2021, родился с весом 4700. А самый маловесный 2100. А вот если сравнить, все-таки Новый год, время подводить итоги, сколько у нас детей родилось в 2020 году по сравнению, например, с 2019? Значит, подводя статистику, можно смело говорить о том, что у нас рождаемость растет. За 2020 год в нашем центре родилось 6101 ребенок. И это где-то на 500 родов больше предыдущего года. Спасибо большое. Ну, будем надеяться, что 2021 год принесет нам еще больше новых якутян. Ну, а всем родившимся в новогодние праздники детишкам и их мамам мы желаем здоровья, счастья, ну и всего самого хорошего. На этом у меня все. Коллеги. На связи из перинатального центра был наш корреспондент Александр Хавренко. Александр, спасибо. Мы двигаемся далее. В этом году Алроса направила 680 миллионов рублей на развитие сельского хозяйства в Мирнинском районе. 10 миллионов пошли на развитие садынского национального и инкийского наследия. Остальные на поддержку агропромышленного комплекса села Арылах. О том, как прошел 2020 год для аграриев, расскажет Анна Винокурова. 2020 год мы пережили только с помощью Алроса. Так говорят в агропромышленном комплексе села Арылах. 670 миллионов рублей аграрии получили на безвозмездной основе. Год отработан очень продуктивно, и, конечно, мы надеемся, что эти результаты мы закрепим и в дальнейшем. В 2021 году у нас заработает инвестиционная программа. Мы планируем строительство 2 крупных объектов. Это коровник на 300 голов и овощехранилище на 500 тонн. Помимо строительства коровника и овощехранилища, средства от алмазной компании руководители совхоза распределили по нескольким направлениям. Это мелиоративные работы на 700 гектаров, строительство животноводческого комплекса, приобретение 180 голов коров, обновление автопарка сельхозтехники, также модернизация мини-молокозавода и птицефабрики. В последнем закупили камеру хранения для яиц. Эта камера хранения имеет очень большое значение для нас, потому что мы имеем возможность сохранять яйцо от 0 до 5 90 суток. И в этой камере хранения у нас вмещается 1500 коробок яйца. Благодаря помощи Алроса акционерное общество Сахаплемобъединение выполняет все плановые показатели. В 2020 году проделана большая работа по заготовке грубых и сочных кормов. Сегодня заготовлено 2400 тонн силоса и 1000 тонн сена. Анна Винокурова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». С сегодняшнего дня стартует экспедиция в Татинский район Якутии. Она проходит в рамках проекта «Пути великих свершений» и продлится до 7 января. Участники посетят Черкехский историко-мемориальный музей в селе Черкех. Также побывают в сакральных местах рек Амги и Алдан. Встретятся с руководством, общественностью, краеведами. По итогам экспедиции планируется собрать материалы для проекта «Якутия. Форпост России на Дальнем Востоке» и «Пути великих свершений». Температуру выше климатической нормы прогнозируют в январе в Якутии. По прогнозам синоптиков, разница составит 1 градус. Однако ожидаются и низкие температуры. Так, очаг холода будет располагаться над востоком Якутии. По ночам там до минус 37-40 градусов, днем до минус 35. При похолодании возможны и 50-градусные морозы. В целом, по прогнозам, зимние месяцы Нового года будут без серьезных катаклизмов. А температурный фон останется в пределах климатической нормы, местами даже выше. Конкурс снежных скульптур «Снежная сказка» прошел в Покровске. Среди учреждений и общественных объединений города его провели с целью украсить новую набережную площадь, на территории которой также возвышается нашумевшая в социальных сетях самая ламповая елка республики. Тему продолжит наш корреспондент Виолетта Засимова. Конкурс снежных скульптур «Снежная сказка» организовали совместно депутаты, Совет предпринимателей и Совет отцов Покровска. Перед этим они провели массовый субботник при температуре минус 49 градусов, на котором установили снежные коробы для будущих скульптур. Всего получилось 13 коробов.
Определенной тематики мы не придерживались, тема была свободная, кто что хочет делать. Единственное условие было, чтобы фигуры были раскрашенные и по возможности контактные друг с другом, чтобы люди могли приходить, фотографироваться, дети по ним скакать. Но это оказалось не роковой ошибкой у нас, немножко там нам подломали, но нет ничего страшного, люди получили удовольствие. У очень большинства населения красивые фотографии, потому что как только сделали, люди приходили, сразу фотографировались. Ну, нам приятно. Получившиеся 13 снежных скульптур можно разделить на следующие категории. Сказочные персонажи – Буратино, детский паровозик, медвежонок Умка, прекрасная балерина. Много было скульптур с якутской тематикой: тотем хангаласцев – орел, бык холода, женщина возле Сергея, якут верхом на быке. Также участники создали фигуры пионера, часов с отметкой без 5 минут полночь и прощание с годом крысы. Гармонично дополнили городскую елку снежные прототипы Чисхана и Харчаны от женского клуба города Покровска и женсовета района. Нам фигуру делал Валерий Стручков, он из Мегина Хангаласского Луса, нынче проживает зять из села Улханан. Так как он по профессии художник, он уже наработал свою руку, и он сделал нам в короткие сроки, за 2 дня. Мы очень довольны со своей стороны его работой. Очень много отзывов получили. Тройку победителей выбирали через онлайн-голосование в популярной среди местных жителей группе в социальной сети ВКонтакте. Больше всего лайков набрала снежная скульптура «Якут на быке», которую соорудила Покровская средняя школа номер 1. Второе место по количеству голосов завоевала скульптура Чисхан и Харчана. Третье место – скульптура «Паровозик», созданная женским коллективом детского сада «Брусничка». Конкурс получил хороший отклик от учреждений и объединений города, поэтому решено было его проводить ежегодно. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. На этом пока вся информация. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.